Еще один шаг на пути возвращения к прежней жизни. В Башкортостане поэтапно отменяют ограничения. 1 сентября свои двери открыли не только школы и детские сады, но и бани, а также кинотеатры. Поддать жару или посмотреть мировые блокбастеры. О том, как мы пережили пандемию, как теперь жить по новым правилам, в следующем репортаже. Беги, Садик, скорей, давай, скорей, скорей. Сразу видно, малышка очень соскучилась по своей воспитательнице. Еще бы, из-за пандемии дети не посещали детский сад более 5 месяцев. Сегодня для республики важный день. И дело не только в праздновании 1 сентября. Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Разработан маршрут прихода и ухода воспитанников с целью недопущения массового скопления. Для каждой группы определен отдельный вход. На входе для измерения температуры у сотрудников и детей используют бесконтактный налобный термометр. Работает рециркулятор воздуха и кварцевая лампа. Теперь можно дать жару. Не меньше жителей республики ожидали открытия общественных бань. Народу здесь, конечно, пока не так много, но вот телефон уже разрывается от звонков. Долгие 5 месяцев разлуки с нашими любимыми гостями. Ну и на самом деле очень приятно, что все-таки приятная весть пришла. И будем рады видеть всех наших гостей. Здравия. Еще одна долгожданная новость для горожан – открытие кинотеатров. Специальная рассадка с соблюдением дистанции, повсюду антисептики. Посмотреть картины на широком экране теперь может каждый. Наконец-то я уже пришла в этот кинотеатр. Пусть фильмов не так много, но несмотря на это, я все равно пришла и буду ходить, и буду ждать, когда уже наконец выйдет больше фильмов, и можно будет ходить хоть каждый день. Я вообще не с этого города, у меня в городе все кинотеатры закрыты, и очень рада, что здесь открылось наконец-то. Руководство кинотеатра признается, пережить 5 месяцев пандемии было крайне сложно. Но несмотря на все, насладиться мировыми премьерами можно будет в скором времени. Кстати, пока в тестовом режиме открыли лишь 5 залов. В ближайшем будущем их количество планируют увеличить до 11. У нас 4 зала – это VIP-залы, где меры будут чуть полегче, я думаю, и кресел будет забронено чуть меньше, потому что там расстояние, в принципе, друг друга, приличное, скажем так, 1–1,5 метра. И в течение, думаю, недели-двух мы будем работать уже как 11-зальник. Кстати говоря, 15 сентября радостное событие ждет и любителей культуры. Театры и концертные залы республики готовятся к открытию сезона. Ознакомиться с репертуаром творческих коллективов можно будет чуть позже на официальных сайтах учреждений. Айгуль Хатыпова, Исмаил Кудакаев, Роберт Давлетбердин и Булат Садриев. Новости Уфа.